Девочки, всем доброго времени суток, всех приветствую, дядя Кхелма серия, ассаламу алейкум. Мамуля в гости приехала, но она сейчас не в образе, ее показывать не буду, попросила. Ну, лепит мама пирожочки нам, заказала Анжелика бабушкиных пирожочков, именно захотелось, ей нравится, как мама. Это все делает, так что приходите на пирожки. Вот. А мы сейчас поедем отвозить посылки на Европу. Заказы. Сегодня уезжает «Газель» туда, в Европу, и повезем посылки отправлять. Женщина Кстати, спрашивали там, за границу отправляете. Ну, как отправляем? Смотрите, оттуда они водителям отправляют евро, деньги, да, допустим, они мне киса, это, то-то, то-то хочу. Я посчитала, выходит такая сумма. А скажите, сколько это будет на евро? Ну, я перевожу по курсу на данный момент, и по этому курсу они мне передают через водителя. Я здесь закупаю товары. В следующий раз, когда водители уезжают, там Франция, Германия, что там еще, что они еще проезжают? В общем, Европу. До Франции едет «Газель», и могут завести ребята. Груз собирают они там, по-моему, 5 евро килограмм они берут. Хорошие ребята, вовремя, 2-3 дня и доставка на месте. Честные, работают хорошо уже. 3-й год мы с ними работаем, поэтому, если что, если кому там Германия, Франция, ну, в общем, из Европы, то вопрос этот решить можно. Вот так что давайте, приходите на пирожочки. Друзья, посмотрите, какой у нас снег на улице идет. Вот сколько снега. А Софичка у нас спать легла, да, с зайцами? И светильник у нее зайчик. Так лишь покажи зайчиков. Зайцы-то спят. Да? Спят зайцы? Скажи, людички, всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Бисмилlah. Мама, я хочу... А можно, чтобы когда засну, горячий переход? Потому что я там очень хорошо стою, а тут нет. Так, я ж с тобой хочу лечь спать. Сказку послушать, я ж Виви сказку включила красивую. Ладно? Ма, а я завтра в садик иду. Нет. А почему я говорю, что Она шутит, выходные же, она шутит. А сколько выходных у меня? 5? 4, потому что я поезжаю. А, да, 5. Не плачь, зайчик. Твоя беда не беда. Показывай, где твоя избушка. Зайчик, светильник у Софийски, да? Красивый. Друзья, хотела показать вам. Софишке полочку сюда поставила. И весь гардероб, все, что в садик, все теперь здесь. Чтоб шифонеров не рыться. И халатик банный, и куртки, и безрукавки, костюмчики, все наглажено. Все висит, шапки там тоже сзади шапки. Это Гаячкина куртка, у нас Гаяка в гостях. В общем, вот так вот у них будет всегда удобно, чтобы, чтоб не рыться, да, чтобы они очень удобная вещь, полочка очень удобная. Вот так стоит в углу, никому не мешает, как раз ее место. Почему ты, зайчик, плачешь? Как мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Наступила весна, ее избушка растаяла. Попросилась она ко мне переночевать. Halini vanniyo. Harda olchan yani. Tayyish enale jimlakh ya.
her şey kuhnuyor içer. Her prihojiyor. Her doğu da yeş oluyor. Tam vuruyor. Her şey iyi gösteriyor. Her şey etki. Prihoş отопление, радиатор. Her радиатор до спальни çürüyor. İzahur. Her şey gösteriyor çürüyor. Her do diğer spальню. В общем, ваша изоляция. Девочки, еще у нас вот появились новинки. Смотрите, вы давно заказывали, спрашиваете кукла Лол, но их нету. Вообще продажи не было, вообще закончились, нету. Сейчас поступили в продажу кукла Лол, но только это другая постель уже. Да, вот она не такая, как вот эта вот постель. Смотрите. Вот это у нас идет как полусатин, да, она тоже хорошая постель, но многие спрашивают, киса, именно чистый хлопок люди хотят, вот чистый хлопок, вот это все, что здесь есть, это все вот такие расцветки, это чистый хлопок идет, вот такие вот расцветки, девочки, вот такие, это евро размеры, вот зеленые с одеялом, вот такие по полосочку. Вот такие вот расцветки. Это идет чистый хлопок. Василек. Посмотрите. Такой вот красивый василек. Вот кукла Лола. Вот я сейчас открыла, посмотрела. Ну, конечно же, тут что говорить. Здесь совсем другое качество. Совсем. Вот это вот чистый хлопок. Вот такие вот хорошие комплекты. Есть полуторки, ну, и Лол только полуторки, конечно, а вообще вот эти вот, они идут евро размеры, чистый хлопок, потому что некоторые говорят, кому-то не подходит, кого-то там током бьет от такой, или там, ну, аллергию вызывает, не знаю, разные люди, у разных свои приколы, какие-то, скажем так. Я, значит, закупаю сейчас вот эти вот Лолы, и вот такие вот евро размеры. Это вот идут, обратите внимание, чистый хлопок, девочки. Чтобы вы понимали, чистый хлопок на 100%, чисто не в других упаковках. Вот. То это у нас идет, чтобы было понятно. Еще вот такая вот расцветка, посмотрите, желтым. Это, конечно же, другое белье. Оно, конечно, и по цене чуть дороже, но это у нас чистый хлопок. Чтобы вы понимали, Лол, многие спрашивали Лол. Но я думаю, качественнее купить это будет и лучше, да? Правильно? Дальше вот такие у нас идут пледы разных цветов. Они идут с наволочками. Вот такие вот покрывала. Пледы есть чисто Город не белые. можете сказать, я это у вас спрашиваю. Подушечки. Наволочки вот такие, девочки, разные. На подушечки разные, велюровые, очень хорошее качество, с цветочками есть. Можно сами подушечки маленькие заказать, и такие же наволочки. Вот такие вот разные расцветки, посмотрите. Вот такие вот разные, вот эти вот покрывала. Подпишите, если хотите, да, подпишите, можно. У меня тоже такой вот у меня цвет. Пользуемся, мне очень нравится. Вы многие видели у меня в спальне. С ними идут две наволочки. Вот такие вот цвета. Это евро размеры, девочки. Евро размеры. Вот такие вот. Очень красивые. Вот такие вот коричневые. Светло-коричневые.
голубые. Вот такие вот. Кореневые. Эти очень красивые тоже. Хозяин, корени? Вот. И она пишет, что деньги, деньги, деньги. Да понимаете, дело не в этом. Я ж ни в коем случае, вот клянусь Аллахом, вот у меня не было такого в душе, что вот, именно Хадижу похвалила, а про меня нет. То, что про меня неправду говорят, ну деньги, ну так я делаю обзор, я показываю. Ну и что я была раньше простой девчонкой? Вот этот вопрос меня вообще убивает. Я сказала, мне, пожалуйста, на канале не тупить. Я очень не люблю людей, которые тупят. Мне обидно стало не потому, что она сказала, что там обо мне что-то нехорошо, она же меня не оскорбила. Меня обижает, когда человек тупит, да? Я блогер, я показываю все на канале, да? Я должна рассказываться. Наоборот, мне не хватает на это времени все это писать, и люди говорят, озвучивай, озвучивается. Наоборот, мне замечания поступают. А тут нельзя, деньги, деньги, деньги. Так я пашу днем и ночью, как лошадь, уважаемая. Именно ради того, чтобы были деньги. Я у тебя ничего не прошу. И ни у кого ничего не прошу. Я сама и моя семья, мы пашем, как лошади. Все буквально, мы все. Да? Чтобы иметь то, что мы имеем. У нас Висхан пришел с армии, у нас он ни одного дня, у него не было отдыха. Да, мы куда-то выезжали с семьей, это было. Но когда мы дома, никуда едем, мы каждый день все работаем. Мы завтра в Дубай едем. Иншаллах. Да, иншаллах, в море. Вот это нам деньги хватит. Да, хватит денег. И мы деньги делаем. Вот. А вперед эта женщина написала хорошие комментарии, девочки. Я почему, знаете, я ж не просто информацию беру с неба. Я вот посмотрю, вот, например, человек комментарий написал, я на этот же комментарий, на эту фамилию, ну или ник нажимаю, и мне видно бывает, до этого писал человек. Я уже не раз говорила, если человек писал до этого одни гадости, то все, сразу бан. Если то, например, оскорблений нет, но все время все плохо, плохо, это негативный человек, видно, что у него в жизни все плохо, до свидули. А есть человек, который неплохое писал, ну там, да, вот обзор понравился, там платье понравилось, либо там Софишка понравилась, либо, а мне нравится, а скажите, киса, то-то, то-то, а где купили это, а где приобрели то. Ну, вот такие вопросы, знаете, это, ну, ничего, не обязательно меня прям хвалить. Там что-то спросила, там, да, вот, я же нормальный человек, друзья, я нормальный человек, отличный человек. Кто попрет против меня, не лады. Потому что я, знаете почему? Не потому, что все должны меня благословлять там или это. Я не заслуживаю оскорблений. Я никогда ни у кого ничего не прошу, никогда никого не трогаю. Если начинают оскорблять мою семью или что-то такое, только тогда я даю ответку. Как и любой нормальный, адекватный человек. То есть я справедливый человек. Дали пощечину, в ответ дам 2. Капитально. Другой мне не стать, и кому не нравится, просто нам не по пути. Вот и все. Что я хотела сказать? Я просто открытый человек. Есть очень-очень-очень много блогеров. Я лично знаю, потому что я с ними общаюсь в личке. Я знаю, что это за люди, которые на камере какие-то такие мышечки. Хорошие люди там-то ты что? А в реале это такие акулы. Знаете что? Откусят полностью полбашки сразу за раз, а то и целую. Не дай бог, что не так. Это я тоже знаю. Это мы проходили. Не надо мне одевать розовые очки. Мы, как я люблю говорить, как фильм, фраза из «Бригады». Не тяни одеяло на себя, мы тут все не глупые пацаны. Но вот она писала хороший комментарий, эта женщина. Как у вас все хорошо, как дружно, чисто живете, все. Вот с Хадижей друг за друга переживаете. Если там кому-то операцию сделали вместе, деток поздравляете, день рождения проводите вместе. Ну, то есть все было хорошо. И вдруг резко я стала, то, что это деньги, я стала плохая. Тут понятно, что зависть сожрала человека. Но она себе грех заработала большой, очень большой. Так правильно, деньги. Потому что я строюсь,
Мне же дочку замуж отдать, мне нужно сына женить, дом построить. Уходи же, пока этих проблем нет. Я ей отчасти завидую белой завистью, что, ну, у нее есть проблемы, конечно, какие-то такие там по жизни, но вот этих сильных проблем, вот, например, дочку отдать замуж, надо очень много денег, если ты в Чечне живешь, очень много. Это просто ужас, у меня голова, скоро мозги там, знаешь, у меня сами по себе там плавятся. Помимо этой торговли, я же за это продумаю, за все я думаю, да. Мне сына, чтобы поженить, хотя он еще не завтра, не послезавтра женится, но все равно я хочу, чтобы он в новом доме, чтобы у него все не надо. Пока у нее этих проблем, у нее маленькие дети. Понимаете, у меня дети уже взрослые. Я уже скоро буду бабушка. Да? У меня проблем намного будет. А пойдут внуки там вообще. Только успевай кошелек открывать. Потому что я из-за этого, потому что у меня большие растраты, мне надо это все покупать. Мне нужно, но я и вкалываю, я и пашу, мы все, не только я, ради этого, чтобы у нас это было. Поэтому этот комментарий, это просто человека сожрала злость, зависть сожрала человека. Вот и все. Поэтому этот человек хороших друзей в музее. А этого больше не будет. То есть человек писал хороший комментарий, пока его сожрала эта зависть. Вот сожрала. Со своей сестрой, если не в ладах человек, не знаются. Что там говорить за меня? Что она мне может хорошего сказать? Если она со своей сестрой, как собаки живут, с родной, что она может мне, этот человек может написать? Поэтому этот человек пошел в бан. Я сейчас не кричу, не ругаюсь. У меня просто такой голос. Я вот от души, когда возмущаюсь, просто я пытаюсь понять, человек зашел наглым образом на чужой канал, хочет рассказать мне, у вас нет никакой морали, Елена, меня учить делать замечания. Вы у себя в семье наведите порядки. Тогда вы придете ко мне, окей? Без обид, я вас не должна обидеть. Я тоже человек, я тоже могу дать вам комментарий. Я же тоже человек со стороны. Я вот даю вам комментарий. Почему я не? Ну и что вы не блогер? Вы рассказали мне, вы сказали, что у вас, вы ко мне обратились, вы рассказали мне свою историю. Вперед-то я была хорошая. Вы сказали, что завидуете, что у нас с Хадижей хорошие отношения, что мы переживаем друг за друга. А вот мы с сестрой, не знаю, она меня не жалеет, то ли так, 5-10. Вот я вам даю комментарий. Значит, она вовсе не сестра. Не вы ей не сестра, не она вам не сестра. Такого не бывает, что две родные сестры, как собаки. Не бывает. Бывает где-то там поссорились. У нас бывает. Где-то там. Но мы так не ругаемся с ней. Не кричим, не высказываем. Просто ей что-то не понравилось. Или мне, я просто могу так. Замолчать мы можем 2 недели. Бывало такой месяц. Мы просто, клянусь Аллахом, не было скандалов никаких. Она маме сказала, я маме сказала свои обиды. Все. И молча это все пережили, потом раз, что-то надо было спросить, или просто, да, я думаю, а что обижаться, ничего не случилось. Да, я напишу, спросила, она мне ответила, и пошло дальше все. То есть никаких разборок между нами нет. Пу-пу-пу. Бывает, где там что-то заглюк. Мы оба с тяжелыми характерами, да, начнем с того. У нас характеры, да. Но, чтобы не знаться, чтобы не жалеть, вокруг меня много людей, там, двоюродных, троюродных, тетки там, какие-то подруги. Ну, не дай бог, что случится, не дай бог. Я вот недавно поехала на рынок, и мне катастрофически не хватило денег. Мне нужно было занять 200 тысяч срочно. Я к кому не обращалась, ни у кого нет. А Хадижа тот день на рынке была. Я думаю, ну, может, ей некогда, может, она... Я написала, Хадиш, нужны деньги. Она говорит, ну, только написала, сколько. Я говорю, такая, тут же деньги были у меня на счету. Так же она у меня занимает, я без проблем. Без проблем. То есть мы есть... Другой человек, ни двоюродная сестра ни одна мне не дала. Ни троюродная, ни тетя, ни дядя мне не дали бы. Мне дала моя родная сестра. И я, ее родная сестра, ей бы дала. Поэтому в наши отношения лезть не стоит. Это грубейшая ошибка. Мы родные люди. Это моя кровинушка. Я всегда встану за нее горой. Даже если я с ней буду в ссоре, кто-то обидит, я всегда встану за нее горой, за Хадижу. Это моя сестра родная. У нас один отец и одна мать. Ближе нас друг к другу нет никого и быть не может. Понимаете? То же самое Хадижа. Если понадобится завтра деньги, я ей, конечно же, дам деньги. Конечно же. Больше ей никто не даст. Ну, может, там кто-то это... У меня супруг мог бы обратиться к брату своему двоюродному, вот у которого он работает. Ну, на той фуре еще, на первое, что он. Вот он всегда ему даст. Всегда. Всегда. Это я точно знаю. Больше никого нету. Такого человека, чтобы нам дали деньги.
в долг. Я всегда даю. Если у меня есть подругам, родственникам, мне разницы нет. У меня есть деньги, я всегда дам. Поэтому, Елена Прекрасная, не нужно мне ничему учить, вас злость сажала. Вы у себя там на досуге подумайте, скажите, ой, а что я до кисы полезла в семью? У меня в самой семье. Ну, кто я такая? И сразу сам внутренний голос вам скажет, конечно, Елена, ты никто, лезть в чужую семью, сравнивать кого-то, говорить, да, потому что у вас в семье не лады, не порядки. А то, что я про деньги говорю, ну так я и работаю для этого, чтобы они были. Это ни для кого не секрет. Мы все пашем. А есть люди на заводах работают, сутками, на вахты уезжают, на север. Все же, чтобы заработать деньги. Ну так у меня канал торговля. Как я не буду говорить за деньги? А где мораль была? Ну, вообще человек, прежде чем написать, должен подумать. Ну, как-то чуть-чуть. Не полностью, но хотя бы чуточку. Тут человек ни о чем не думал. Так, лишь бы съязвить уже. Сидела сначала. Ай, да напишу. Да не, так дело не пойдет. Таких друзей мне не нужно. Писать хорошие отзывы не надо, меня хвалить, я себе цену знаю. Ну и такую фигню писать тоже не стоит. Не сладим, как говорится. Не сладим. Так, пошла делать обзор. С вами хорошо. Я обзор делаю, выкладываю всю душу. Классно, да, Анжел? Девочки, ну у нас как бы еще сегодня неофициальный обзор полотенец. Но просто мне захотелось сегодня показать вам такую красоту. Немножко отдых снимаем. Кастрюли, обзор делаем. Мы сегодня, я не знаю, мы вообще не будем спать сегодня. Я вам сейчас покажу, что у нас творится в той комнате. Это ужас. Я как вспомню, сколько это все еще слаживать на места, складывать все это. Ох, каждый набор кастрюли, каждую монтоварку в свой ящик. О, это что-то. Смотрите, вот такие разные полотенца привезли. Разных. Их в доме в новом. Просто пройти нет места. Это настолько хорошее качество, девочки. Настолько капитальное качество. Вы просто себе этого не представляете. Я вам реально говорю. Вот эти вот полотенца, девочки, их 12 штук. Это руки. Вот видите? Вот такой рисунок здесь. Их вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Не поместились все в ряд. Поэтому я вот так вот их. Это как раньше, помните, было из серии у нас лев был. Лев. Но их имейте в виду в ограниченном количестве. Их не так много. Как бы хотелось. Их бани нету. Их вот лицо и руки есть. Это у нас вот лицо идет. Вот такое фиолетовое красивое полотенце. Посмотрите сюда. Вот. Вот такое вот. Очень хорошая, хорошо впитывает воду, отлично впитывает воду. И вот они руки, их 12 штук. Вот я вот так вот пройдусь, смотрите. Вот какая красота. Их 12 штук в упаковке. И ну и наверх я положила то, что не поместилось. Обзор делаем посуды, девочки. Ну я же говорю, я немножко снимала здесь, и так мне захотелось именно вот сделать вот такой обзор. Видите, да? Шикарное полотенце. Очень-очень красиво. Ничего, мне эти обои нравятся. Ничего, смотрятся. В общем, их руки 12. Девочки, руки 12, а лицо 1, 2, 3, 4, 5. Ну, 6 штук, да. Лицо 6 штук. Вот. Также привезла полотенце с 23 февраля. И банные есть. И вот такие вот. Это лицо у нас. А это что? Это, по-моему, тоже лицо. 50 на 100, да. Да, 50 на 100. Это тоже лицо. И это лицо. Здесь 4 штуки, здесь 6 штук. А 50 на 100, здесь, да, 50 на 100. Да, да, у них одинаковые размеры.
Размеры и качество у них одинаковые совершенно. К 23 февраля берите мужчинам. Хороший, шикарный выбор, посмотрите. Вот. А вот, ну я не буду весь обзор сегодня делать, девочки, я не буду. А вот эти вот полотенчики, что я хотела показать, вот обратите внимание, они тоже у них, ой, у них вот так вот цвета идут, видите? Вот их не цвета, но я один открою. Так-то у меня будет обзор полотенцев, но все равно уже всем все понятно. Смотрите, как они, девочки, они, насколько они классные. А куда все делись, народ? Анжела, он свои духи, рекламу делает, парфюм. Куда народ делся весь? Висан, халата шуя? Смотрите, девочки, что мне нравится в этих полотенцах, вот этих. Их тоже 12 штук в упаковке. Они с этой стороны велюр, вот идет велюр, да? Ну, то есть, типа как вот это качество, вот. Смотрите, видите? А с этой стороны махра. То есть двухсторонние. Видите, тут махра, а здесь велюр. Я такое вижу впервые. Я восхищаюсь. Мне там, я все, скажете, если не может угомониться, это Елена, которая написала плохой комментарий. В конце концов, да, я ее заблокировала. Она очень нехорошая женщина. Не потому, что она обо мне... Нет, она обо мне неплохо сказала. Меня задела именно ее зависть. Она прям тупо показывает свою зависть, которую я терпеть не могу. Меня обвиняли в зависти. Нет, я не завистный человек. Я, знаете, какой человек? Лишь бы меня не трогали. Вот не трогает, а я сама заработаю денег и сделаю все то, что я хочу. Я никому не завидую, я иду к цели. Захотела я что-то, захотела, мне муж говорил, ой, ты что, мы не потянем дом, ты что, ненормальная? Ты знаешь, сколько на дом надо? На дом надо 5 или 6 миллионов. Ты думала коробку построить так просто, а внутри сколько всего работает? Ты знаешь, сколько денег? Я говорю, мы сможем, потихоньку. Не сразу Москва строилась. Я иду к цели, я не завидую. Было бы здоровье. Все остальное, шторку до конца, Анжел. Поэтому я не... А она вот именно завидует. Она вот именно завидует. И меня бесит завистливые люди. Это такой страшный грех. Она вот именно завидует. Я ей никогда плохого слова не сказала. Я никогда ничего... не это самое... Видите, у нас как красиво. Атмосфера. Слушай, поправь там немножко. Видишь шторку внизу? Так некрасиво. Поправь. Вот так, сделай красиво. И там тоже. Ой, какая умница, Софишка. И спинку свою заправь, пожалуйста. Софи, шторку там опусти, пожалуйста. Шторка, видишь, на диване лежит. Красиво поправь ее. А то люди скажут, что у нас так грязно. Но у нас идет обзор. Ляк, ишдел? Закрытел. Шторку закрыть, есть? Ага. Да, не с ним, поправь. Угу. Ладно, София. Да, и что? Ага. В общем, у нас такая атмосфера, друзья. А она только до конца не идет она до конца этого? Куда? Ну, до конца. Две нужно, я же поэтому две взяла. Но одну мы, как говорится... Выкинули. Да не выкинули, неправильно достали, и она запуталась, там уже бесполезно, папа говорит. Софиш, присаживайся. И что я хотела сказать, девочки? Я говорила, не рассказала. Вот. Я поэтому, она говорит, что там, ой, чуть-чуть и не упал. Ничего, бывает, ничего страшного. Поднимаемся и присаживаемся на кресло. Совершенно ничего страшного. Софишка у нас не плачет, она хорошая девочка. Девочки, посмотрите, вот так вот выглядит. Нет. Поярче сделаем. Поярче. Да. Вот так, вот такая вот скатерть. Посмотрите, как она шикарно смотрится. Но я хочу сказать, вот возьми пакетик, пожалуйста. Для нашего стола она, конечно, маловатая. Нужно, чтобы по краям как-то больше. Но я хочу сейчас укажу размер. У нас вот видите, вот как она. Вот. Хозяешь, ма? А?
Но, посмотрите, вот, у нее размер 150 на 220, а у нас, чтобы мне не ошибиться, у нас стол 2 на 240. Да, стол у нас, а я еще беру чуть побольше, поэтому она нам маленькая, видите? Вот. Ну вот это вот чуть другая расцветка, мы ее тоже покажем, просто чтобы вы имели в виду, что вот у данной скатерти вот такой вот размер идет. Ну смотрится классно, да, Джо? Красиво смотрится. Вот, смотрите, а так вот по краям очень. Сверху, конечно же, будет прозрачная клееночка, чтобы не вымазывалась скатерть. И чтобы туда вот еда не попадала, да, вот дырочки. Сверху скатерть, то есть клеенку силиконовую стелите. И отлично, 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 отлично. Девочки, данная скатерть стоит 3 500. Это просто смешные цены. Таких цен нет нигде. Я себе купила за 4 500. Вперед, а последнюю белую, вот та, которая на столе лежит, она за 6 500. Вот недавно, когда я ковер купила, последнюю, 6 500 тебя глохлась на месте. Вот, поэтому я сейчас уже покупала не перекупщиков, а напрямую. Поэтому мне досталось дешевле, и я, конечно же, вам отдаю дешевле. Шикарный вид у нее просто. Очень-очень красиво смотрится. Богатый вид, очень... Здорово и богато. Смотрите, как красиво. Подходит, да, здесь, Анжела, прям вот? Просто это не наш. Ну, может, мы найдем, наш размер тоже будет, посмотрим. Вот. Сейчас мы покажем, как смотрится вот эта вот скатерть. Нет. Нет. Вот. А он может хасхет или хасхет? Хасхет. Цвет. Ну, все. Темнее и чуть посветлее, да. А это чуть темнее. Вот. Бабушке тоже это нравится чуть больше. Вот. Красивая скатерть, девочки, очень хорошая. И качество у них хорошее. Отличное. Сверху просто обязательно нужно прозрачную вот эту силиконовую клеенку. Тогда будет классно. Будет хорошо смотреться. У нас тут беспорядок творческий. Ну, мы делаем обзор, но вообще это все... Она просто для моего стола она маленькая. Вот и все, видите, да? Для нашего стола она не подходит. А так классно, очень красивая скатерть, очень мне нравится. Прям, ну такой, знаете, стол аж богато смотрится. Да, Анжел? Анжелин, хаум. Вот у нас обзор идет, девочки, у нас страшный бардак, то ничего. Все уберем. Все сделаем. Смотрите, девочки. Вот эта скатерть тоже смотрится очень даже красиво. Богато. Букет из белых роз. Пожалуйста. Вот такая вот красота. Мы сделали заказ, потому что сегодня готовить вообще некогда. Но смотрится очень красиво. Девочки, вот такая белая. Но белая это нам большая. Ну не, если стол разложить, будет нормально. У нас просто стол сейчас сложенный. Да? Пока сюда поставь. Это точно красные? Розовые? Вообще, без понятия. Сега, на боку-то на хлеешь, видите, Анжел? Ну, сейчас посмотрим, пока сейчас отойди. Ага. Девочки, это вот эта скатерть. Вот. 150 на 3,10. Вот она, как она выглядит. 150 на 3,10. Эта скатерть стоит 4 500. Вот. Она тоже очень красивая. Ее нагладить, конечно. Посмотрите, какая. Бахрома красивая. Ну, это типа как у меня вот. Но я свою за 6 500 купила. У меня, по-моему, это... Что прилипло? У меня, по-моему, даже размер меньше, если я не ошибаюсь. Моей скатерти. Но обязательно сюда, девочки, прозрачную клеенку. Обязательно сверху. Нагладить ее. И прозрачную клеенку. И белый цвет. Это шикардос. И будет очень красиво смотреться. Посмотрите, девочки, какая красивая
Посмотрите, машалла, просто чудо. Чудо из чудес. Девочки, эти наборы... Я буду озвучивать суммы, потому что вы... Да, вы правильно говорите, сразу, чтобы мы вас, киса, не мучали. Все это вы мне говорите, поэтому я вам сейчас говорю. Эти все наборы 8 800, да? 8 800, да? Ну-ка, посмотри в квитанции. Ага, в квитанцию, дай мне сюда, посмотри. 8 800 или 8 900? 8 800. Девочки, все кастрюли по 8 800. Это вообще оригинал. Это кастрюли просто бомба. Просто реально вам говорю. Отличное качество. Также их 5 кастрюлек в наборе. Шикарное качество. Можно же... Почему вы не заносите мантоварки? Под цвет мантоварка есть. Чайник. Кого вы ждете? Чайник. Каких чудес вы ждете? Ждем команду. С команды? Правильно. А ты заметила, что ручки удобнее? Ты не заметила? Здесь ручки. Чем на наших кастрюлях. А достань, пожалуйста, наши кастрюли. Так, вот идет распасовка чайничка, да, Анжелика нам показывает. Нет, Анжелика, открой нам, пожалуйста, вот этот чайничек. Белый? Да, нам нужно под цвет. А? Синий? На пол пока ставишь. Мантоварку под цвет несем сюда. Яшик, да, яхты. Мантоварку под цвет. Опускай тут. Значит, девочки, вот такие вот комплекты. Ложки, вилки. Здесь, значит, смотрите, здесь идут они с ножами. Есть наборы, которые идут без ножей, они дешевле чуть. Есть, которые идут с ножами. Вау. Вау. Девочки, смотрите, я приехала сегодня в этот магазин. Борис, у нас новое поступление будет. Борис, обратите внимание, хорошее качество, да? Это состав какой у нее ткань? Это сатин. Сатин, да, чистый сатин, без всяких там примесей. Здесь одеяло есть. Веночки. Да, и простынь. Да, одеяло. У них будут разные расцветки, девочки, разные будут. Вот эти вот тоже комплекты очень хорошие. Здесь идет вот одеяло, простынь и наволочки две. Вы видите, разные будут цвета у нас в наличии. И серый, и коричневый, вот, и черный, зеленый. Это шикарная постель. Вот реально говорю, я сегодня тут набрала всего, даже не пройти, не проехать. Разные расцветки. Вот такая вот расцветка. Вот эти все разные расцветки, какие только возможно. Вот видите, вот одеяло висит. Это вот из этих наборов. Вот они. Вот из этих наборов вот красное одеяло. Менцо, вот это зеленое, это все хорошее. В сумках готовых, все качественное, очень хорошее. На подарок хорошее. И вот эти тоже, это то, что товар я беру себе. Вот эти. Я вам говорила, мне вперед женщина спрашивала, а вот такой рисунок. Она просто думает, что менцо, вот вышивка. А есть такие вышивки, есть другие. У них одинаковое качество. Они хорошие обои качества. Просто надписи бывают чуть разные. А это все вот одно качество. Очень хорошая постель, девочки. Цвета совершенно разные. Разные. Есть, ага. Есть однотонные, есть... Это мои или нет? Нет? Вот эти вот разные цвета, девочки. Разные. Вот смотрите, менцо вот эти вот все. Розовые цвета они есть, посмотрите. Фиолетовый цвет, посмотрите. Это в данный момент я вам показываю евро размеры. Вот они, что они идут. Вот с вышивкой постель это идет. Очень хорошее качество. Очень хорошее. Вот такая вот расцветка. Ну, разные. Красная с черным расцветка есть. Их разных много есть. Их все и не покажешь, если честно. Не успеешь показать. А вот эти вот наборы, они идут плед.
Вот смотрите. Покрывало, да, вот такое вот. И с ним идут две вот такие вот наволочки. Очень хороший, посмотрите, шикарный пошив, отличное качество. И также вот такие вот. С ним тоже вот идет одеяло, это евро размер. Они бывают и полуторки, да? Или нет? Пока нет. Пока нету. Но вот это вот евро размер, это мягкие, девочки. Вот смотрите, как внутри. Смотрите, как красиво. Смотрите, как красиво. И очень-очень хорошее качество. Очень хорошее качество. Очень-очень-очень-очень-очень. Все. Цвета тоже есть. Выреза есть. Да, вот это тоже я все закупила. Сейчас везу домой. У них разные цвета, чтобы вы имели в виду. Разные цвета у них есть. Девочки, закупила в халаты. Вы видите, разных цветов. Наконец-то мне их привезли. Я долго не могла их найти. В тот раз были, разобрали и все. Больше таких не привозили нам. Вот эти все сейчас закупила. Все, вот эти у нас халаты теперь в наличии, чтобы вы не переживали. Дальше, по поводу этих полотенец. Они вот идут 90 на 70. И у них прям качество, я уже говорила, как тряпочки. Сестра! Данный диван называется Леон. Размер у него 3,55 на 170. Он имеет вот таких два белевых ящика. Здесь и здесь. Имеет спальный механизм раскладывания. При открытии получается полноценное спальное место. В подарок идут две маленькие подушечки. Спинки дивана несъемные. У него весь каркас выполнен из многослойной фанеры и сухого дерева. Поролон высокой плотности. А ткани также можно выбрать другой цвет, другую ткань. Это уже на выбор клиента. Данный диван называется Роял. Он большой комплектации. Длина у него 4,15. Атаманка у него 170 и та сторона у него 195. Он состоит из 3 белевых ящиков. Вот они. Раз, второй, третий. Также при желании можно заказать его вот с таким пуфиком. Имеется спальный механизм. Открывается он вот так вот, когда он уже остановился, нужно его тянуть на себя. И образуется вот полноценное спальное место для 2 людей. Также закрывается он тоже вот. Нужно потянуть на себя, плавно он туда уходит. И ход у этого механизма очень плавный. У него мягкие подлокотники с пришитой подушкой, а спинные подушки у него съемные на липучках. Можно снять, удобно постирать или вынести за ним. Ассаламу алейкум. Диван называется Атлантик. Размер у него 3,30 на 170. Он имеет 2 белевых ящика. А также спальное место. При желании также можно дополнить, заказав пуфик. Также он сзади полностью обшит хорошей тканью, такой же как сам диван. Не экономим на материалах, сделан из хороших материалов. Поролон у него высокой плотности, каркас полностью выполнен из дерева и многослойной фанеры. Не используем такие материалы, как ДСП, ДВП, МДФ и то, что делается из опилок. Боковины также можно заказать с наличниками деревянными, так же как и без них. Можно заказать вот эти вставки черного цвета,
коричневого цвета, также ореховый цвет и слоновая кость. Так, данная модель называется Леон. У нее размеры 3,70 на 180. Атаманка занимает 1,70 м. У него есть белевые ящики. Он имеет спальное место. Этот диван также можно сделать с подлокотниками деревянными, можно сделать без них. Модели подушки несъемные, они не снимаются. В спинках у него латекс, что придает ему мягкость. Выполнен из многослойной фанеры, весь каркас. Также поролон высокой плотности. Ткань у него номер 5, цвет латте. Также можно ее выполнить в любом другом цвете на выбор клиента. Вашему вниманию предоставляется диван Роял. Размер у него 3,30, атаманка 170. Также он имеет 2 белевых ящика. Все обшито материалом. Подушки у него съемные, на липучках. При желании можно снять, поставить. Также он имеет спальный механизм. Получается полноценных 2 спальных места. Подлокотники у него выполнены мягкие, пришитые, как бы несъемные. Всем ассаламу алейкум. Представляем вашему вниманию вот такого вот красавца, угловой диван с размерами 1,5 на 4,5 метра, и здесь 3 метра. Ткань бренди молочного цвета. Смотрите на этот прекрасный кант золотистого цвета. Специально снимаю. И сзади тоже я вам хочу показать. Сейчас я хочу вам продемонстрировать, как данный диван открывается. Он открывается в форме дельфина. Вот смотрите. Делаю вот такие 2 ткани. Вот такой вот форме он открывается. Очень мягкий и комфортный диван. Там чувствуется. Лежите, смотрите телевизор и кайфуйте. Заказывайте у нас по самым доступным ценам. Цена производства. Данная модель называется Prestige. Длина у нее 4,10. Также у него 2 спальных механизма. Сейчас покажем. Подойдет семьям, где много детей, многодетным семьям. Вот так можно спать, дети вот так могут спать. Также у него 2 белевых ящика, в которые можно уложить постельное белье, подушки и так далее. Также, если снять все подушки, они у них съемные, также увеличится спальное место. Можем еще заказать в любом другом размере. У него сейчас вот 2,30, та часть 160. Можно и в эту сторону увеличить, и длину общую тоже увеличить или уменьшить. Так, данная модель называется Леон. У нее размеры 3,70 на 180. Атаманка занимает 1,70 м. У него есть белевые ящики. Он имеет спальное место. Этот диван также можно сделать с подлокотниками деревянными, можно сделать без них. Модели подушки несъемные, они не снимаются. В спинках у него латекс, что придает ему мягкость. Выполнен из многослойной фанеры, весь каркас. Также поролон высокой плотности. Ткань у него номер 5, цвет латте. Также можно ее выполнить в любом другом цвете на выбор клиента. Смотрите,
Скинула полностью его. И сзади прекрасно сочетается с их дизайном. Дом новый. Сделали диван по заказу. Клиент захотел вставку деревянную сделать, подлокотник чуть-чуть снизу. Одну деревянную вставку, а здесь вот так. Итак, представляем вашему вниманию угловой диван Март в размере 3 метра на 1,65 м. Раскрывается в форме дельфин. На боковинах данного дивана имеются вот такие вот липучки. Он изготовлен из турецкой ткани МР в сером цвете. Итак, вашему вниманию предоставляется диван Леон в очень красивом синем цвете. Также можно выполнить его в других цветах. Размеры у него около 4 метров, 3,90-3,95. Обратите внимание на внутренности белевых ящиков. Они у нас обшиты аккуратным материалом полностью внутри. Также хорошие механизмы на нем стоят, с которыми не было еще проблем в нашей практике. Так, сейчас откроем спальный механизм. При открывании получается полноценное спальное место. Также в подарок идут две вот такие подушечки. Особенностью этого дивана является то, что у него несъемные спинки, их невозможно снять, и подлокотники у него идут деревянные. Является особенностью то, что у него вот идет здесь спинная подпорка, что позволяет очень удобно сидеть на нем. Данная модель называется Prestige. Размеры у него 2,40 на 160. Также можно изготовить его по другим размерам, в другом цвете. У него имеется спальное место. Вот так вот открывается она. Также ящик для белья. Это уже наш красавец. П-образный диван угловой. С красивыми подушками. Тоже открывается. И эта тамака тоже открывается. Эта часть тоже открывается. Здесь тоже такие отдельные шкафчики открываются. Вот здесь то же самое. Цена данного дивана 95 000. Скидку сделаем.